Накануне стартовал международный Иссык-Кульский форум Чингиза Айтматов и вызовы современности, приуроченный к 90-летию великого писателя. Первый раз форум прошел в 1986 году по инициативе и под руководством самого Айтматова. Тогда Иссык-Куль собрал на своем берегу выдающихся деятелей культуры и науки того времени. Список имен участников дебютного форума говорит сам за себя. Питер Устинов, Артур Миллер, Яшар Кемаль, Олвин Тофлер, Джеймс Болдуин, Клод Симон, Федерико Майор и другие. Форум тогда же назвали Айтматовским клубом. В 1987 году Питер Устинов пригласил членов клуба в Швейцарию, а на следующий год в Гренаду пригласил Федерико Майор. Затем в Мексике гостей принимал Габриэль Гарсия Маркес. Вот что говорит вице-президент Академии художеств Российской Федерации Андрей Золотов по этому поводу. Когда местом проведения стала Мексика, Айтматов ввиду своей чрезвычайной занятости не смог туда прилететь, но написал письмо организатору, знаменитому писателю Габриэлю Гарсия Маркесу. Я вручал ему это послание, и надо было видеть, как искренне Маркес жалел по поводу отсутствия Айтматова и с каким восторгом принял это письмо, как говорил о Чингизе Торикуловиче. Книги Айтматова о том, что причиной любых войн, катастроф является не что иное, как сам человек, его невежество, его зависть и злоба. Все дело в самом человеке, и преодолеть зло тоже в руках самого человека. Всюду у Айтматова есть персонажи, простые люди, противостоящие темной стороне жизни, будь то Толгонай из материнского поля, мальчик из белого парохода, Едигей из бураного полустанка, Танабай из «Прощай, Гульсары». Они давно заняли свое место рядом с героями других великих писателей – Пьером Безуховым, Наташей Ростовой, братьями Карамазовыми, Раскольниковым, Оливером Твистом и отцом Горио. Наследие Айтматова огромное, его нужно изучать и беречь. Тогда, в 1986-м, на форуме обсуждались угрозы экологической и ядерной катастроф и возможности избежать их. Это стало важным событием для всего мира, ознаменовав собой начало конца холодной войны. Экологическая катастрофа, опасность ядерной войны, конфликт цивилизаций. Эти проблемы сегодня не потеряли своей актуальности. Более того, они усилились. Поэтому третий Иссык-Кульский форум проходит своевременно. В нем традиционно участвуют интеллектуалы со многих стран мира. Мы можем гордиться тем, что Айтматов достиг больших высот не только как писатель, но и как общественный деятель, как миротворец. Впервые после долгого перерыва выдающиеся умы современности вновь собрались в Кыргызстане уже на третий международный Иссык-Кульский форум. В канун официального открытия участники форума – писатели, люди искусства, философы, кинорежиссеры, политики из более чем 25 стран мира посетили Дом-музея Айтматова. Большинство из них лично знали писателя и даже были в этом доме, правда, еще в советское время. Айтматова нет с нами вот уже 10 лет, но он, как и прежде, объединяет всех нас, говорит поэт, писатель Олжас Сулейменов. Сейчас Чингиз соединяет нас как председатель нашего союза, всего писательского союза. И вот такие встречи необходимы для того, чтобы литература продолжала, чтобы молодые появлялись, чтобы они учились у своих старших товарищей. Айтматов – это и есть вызов современности. И без него сейчас человечество развивается не так, как надо, говорит российский искусствовед, художественный критик, сценарист Андрей Золотов. Его творчество, его жизнь, а мы вообще стоим, можно сказать, святая святых в его комнате, понимаете. Он и вызов современности, и укор современности. Понимаете, потому что так как он понимал развитие событий, так как он считал, что на все можно повлиять к лучшему, сейчас мало кто так мыслит, понимаете. Это гениальный человек, который выразил чаяние людей всего мира. 5 октября в госрезиденции Аларча состоялось официальное открытие Международного Иссык-Кульского форума. Здесь организована фотовыставка, посвященная историческому событию конца 20 века – встрече мировых интеллектуалов на берегу Иссык-Куля в 1986 году.
Вот вы видите здесь фотографии английского актера Питера Устинова, африканского художника Текли. Здесь лауреат Нобелевской премии Клод Симон, актер-драматург Артур Миллер с супругой, футуролог Тофлер. Среди гостей – соратники, ученики Айтматова и поклонники его творчества. Дипломная работа Ахмаджона Мелибаева была посвящена Чингизу Айтматову в далеком 1974 году. Студент факультета журналистики Ташкентского госуниверситета приехал во Фрунзе, чтобы лично встретиться с писателем. С этого дня я начал изучать жизнь творчества Айтматова. Занимался творчеством по публицистике Айтматова. Издал несколько книг. И увлекся этим делом, поэтому, когда в Ташкенте была образована Ассамблея культуры народов Средней Азии, он стал президентом, а я с ним работал в одной ассамблее. Ахмаджон Мелибаев уверен, что в Узбекистане Айтматова любят больше, чем в любой другой стране. Он напомнил, что недавно одна из центральных улиц Ташкента была названа именем Айтматова. Кроме того, писатель еще при первом узбекском лидере был дважды удостоен высшей награды Узбекистана «Дустлик» и за великие достижения. По постановлению нашего президента, вот эта изданная книга, памятная книга «Чингиз Айтматов и Узбекистан». Здесь 50 статей наших айтматоведов. В каждой семье, личной библиотеке, айтматовские книги, они стоят рядом с книгами Алишера Наваи и Бабура. У каждого свой Айтматов, но говоря о духовно-интеллектуальном мире писателя, все сходятся в одном. Он обладал гуманным и благородным мышлением, выступал за многообразие, считая его основой гармонии в мире и стабильности, и переживал за исчезающие языки. Многообразие, об этом говорил Чингиз Турикулович неоднократно, о том, что человечество прекрасно своим многообразием. То есть никого ни под кого не подверстывать, ни в коем случае не унификация. Одновременно ты несешь всю полноту своего национального, этнического, государственного мировидения, статуса. У Канта есть потрясающие слова, что его восхищает и бесконечно влечет, изумляет. Он называет две вещи. Это звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня, он так говорит. Да? Чингиз Турикулович, он в этих измерениях, параметрах, как говорится, работал всю жизнь. Это звездное небо, то есть весь гуманный, да, вся вселенная, и человеческий всеобщий мир, и нравственный закон внутри меня. В первых рядах самые близкие писателя, его супруга, родная сестра и друзья. Третий международный Иссыкульский форум, который иначе называется Айтматовским, организован под эгидой президента Сооронбая Джейнбекова. Это одно из главных мероприятий в рамках 90-летнего юбилея писателя. Приветствуя гостей, президент Сооронбай Джейнбеков напомнил присутствующим о первом форуме и остановился на его значении. Глобалдық цивилизацияның ошол учурдагы көйгөйлөрүн жана келечектеги тобокелчиликтерин талкуулоо үчүн чогулган эле. Не случайно первый форум прошел на Иссык-Куле. Как писал Айтматов, Центральная Азия – это самое удобное место для обсуждения глобальных проблем. Как показывает история, в этом регионе издревле мирно сосуществовали различные народы и этносы. Этот край стал местом зарождения различных религий, становления и развития как кочевых, так и оседлых империй. Потому здешним народам присущи такие качества, как толерантность, свобода мышления и свободный дух. Глобалдық тенденцияларды башатып олып, адамзаттың тарыхындағы жаңы этаптарын андап сезуге ыңғайлуу аймақ болған. Борбор Азияның байырғы салтын улап, Кыргыз жергесинде өткөн биринчи Ысык-Көл форуму тарыхты, учурду жана келечекти түшүнүү жана жаңы деңгээлге чыгар десек болот. Ошондо жаңы планетардык ойлонууга өбөлгө болгон. Кереметтүү жерибиздин ушул касиети бүгүн дагы бир жолу жанданат деп ишенем. С одной стороны, глобализация сделала мир единым, с другой усугубила противоречия, говорит Джейнбеков. Эти вопросы в том числе должны стать главными на форуме. Чингиз Айтматов көрөгөстүк менен көтөргөн маселелер, улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу, улуттар арасындагы биримдикти сактап, өлкөлөр ортосундагы интеграцияны чындоо бүгүн да актуалдуу ал тургай мурдагыдан да курс мүнөзгө ээ болду.
Чингиз Айтматов был крупным художником, который обладал великим даром предвидения, тонко чувствовал пульс эпохи. Опираясь на историю, самобытность и культуру своего народа, писатель показал всему миру, что такое добро, справедливость, великодушие и терпимость. Айтматов, как духовный компас времени, показывает нам путь в будущее, говорит Джейнбеков. Залқары жазушыбыз, адабияттың ғана өкілі емес, ойшыл, философ, гуманист. Айтматовсыз бұл дүниелік маданият толық болбой бөксөрө түшөт. Улуу жердешибиз, улуттук қана рухани лидер болбостон, планетардык масштабтагы интеллектуалдык элитанын, дүниелік акылмандардын катарын толуктап турат. Обращение президента России Владимира Путина к участникам третьего Иссыкульского форума передал посол России Андрей Крутько. Богатое духовное наследие Чингиза Тарикуловича остается востребованным во всем мире. Его мудрые мысли, высокие гуманистические ценности, которые он отстаивал всю свою жизнь, продолжают вдохновлять людей, служить для них нравственным ориентиром. Также свои послания участникам направили ученый и дипломат, участник первого и второго айтматовских форумов Федерико Майор, итальянский ученый Аугусто Форти, экс-президент СССР Михаил Горбачев. Их послание зачитал соорганизатор первого Иссыкульского форума Рустем Хаиров. От Михаила Сергеевича Горбачева, участникам третьего Иссыкульского международного форума. Дорогие друзья, приветствую участников третьего международного Иссыкульского форума, который проходит в знаменательный год 90-летия Чингиза Тарикуловича. Я уверен, что эта дата еще будет отмечаться в разных уголках планеты, потому что Чингиз Тарикулович пользовался и благодаря своим книгам продолжает пользоваться любовью и признанием миллионов людей в мире. От имени руководителя ЮНЕСКО участников приветствовала директор кластерного бюро организации Криста Пикат. Он выступал за общечеловеческие ценности, за поддержание мира. На протяжении многих лет он был председателем ЮНЕСКО. И это дает нам право говорить, что Айтматов был послом ЮНЕСКО. Я помню, как он говорил, что у каждого из нас есть обязательства перед человечеством. На пленарной сессии также выступил генсек Тюрксой Дюсанбай Касеинов, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, депутат Госдумы Российской Федерации Иван Белеков. После пленарного заседания президент Сооронбай Джейнбеков в неформальной обстановке побеседовал с участниками форума. В узком кругу присутствовали патриархи мировой литературы и искусства Андрей Золотов, Олжас Сулейменов, Бексултан Джакиев, Геннадий Базаров, Мар Байджиев. Здесь также присутствовали экс-президент Роза Тунбаева, родная сестра Чингиза Айтматова Роза Туракуловна. Айтматовский форум продолжил свою работу на берегу Иссыкуля. Сегодня его участники прибыли в государственную резиденцию в Чолпон-Ате. Как и 32 года назад, выдающиеся умы современности обсуждают глобальные проблемы человечества и пути их решения. Форум Айтматова – это кульминация всех мероприятий международного значения, которые прошли в Кыргызстане в этом году. Это игры кочевников, это международный алтаистический форум. В основе своей эти события направлены в том числе на сохранение самобытности народов, их традиций, на воспитание толерантности и гармоничного взаимодействия с природой, говорит философ Осмон Тогузаков. Величие народа не зависит от количества населения, а зависит от самобытности культуры, которую они смогли сохранить. Понимаете, поэтому я думаю, если будет вот здесь культурный обмен, тем более, чтобы не произошла ассимиляция, чтобы каждый мог сохранить свой язык, свою территорию, свою самобытную культуру и так далее. То есть, в принципе, свой общественный капитал, социальный капитал, то есть это интеллектуалы, которые составляют этот капитал. Участники форума провели работу по 3 секциям. Первая посвящена проблеме глобализации и культурного многообразия. Вторая – моральным ценностям и гуманизму. Чингиз Тарикулович во всех своих произведениях так или иначе воспевал гуманизм. Гуманизм подразумевается образованность, культурность и так далее. И именно благодаря вот объединяющей силе культуры здесь собрались интеллектуалы, и сейчас то же самое обсуждают животрепещущие проблемы, общечеловеческие ценности одни и те же, то, соответственно, я думаю, здесь они могут выработать вот как раз противодействие к этим вызовам.
Третье направление – экологическая среда и безопасность. Адам деген ошол экосистеманын бир бөлүгү. Табиатка дагы таасир этет, табиат адамга таасир этет. Керек болсо элдердин келип чыгышын жана этногенез деп атпайбы? Ошонун баардыгын ошол экосистеманын эсепке алып туруп караганда гана чечиле турган маселе экен да, башка жолу менен чечилбейт экен. Мен ошол маселени айтайын деп келдим. Менее 5000 дней отделяют нас от конца века и перехода в новое тысячелетие. Кризисы, имеющие глобальный характер и беспрецедентную сложность, угрожают будущему человеческой расы. Зав. Отделом этнической и религиозной политики аппарата президента Мира Карыбаева читает обращение участников первого международного иссыкульского форума. Оргкомитет перевел документ на английский, китайский и кыргызский языки. Мы нашли в публикации по итогам этого форума, это единственная книга, мы нашли ее у семьи Айтматовых и обнаружили в этом тексте, что многие проблемы, которые тогда звучали в этом обращении, продолжают быть актуальными на сегодняшний день. И даже, можно сказать, они еще более усугубились и обострились в современном мире. Литературный критик, журналист из Германии Ирнтраут Гучке впервые была впечатлена повестью Айтматова «Джамиля». Дальше она посвятила свою докторскую работу проблеме экологии в произведениях Айтматова. А однажды она решилась посетить малую родину писателя в селе Шекер. Хорошая возможность, такой обмен редакторами. Таким образом, я через «Правду», по линии «Правды» могла поехать в Кыргызстан и очень хотелось быть в Шекере, смотреть Шекер. Я там действительно была первой иностранкой в Шекере. Это было очень сложно туда попасть, потому что это был закрытый регион для иностранцев. После обеда для участников форума провели экскурсию по культурному центру Рухордо, а также организовали театрализованное представление по мотивам произведения Чингиза Айтматова. Завтра форум продолжит свою работу. Состоится пленарная сессия, на которой участники примут итоговый документ – декларацию Международного иссыкульского форума. Высоких гостей также ожидает прогулка на теплоходе. Нургуль Саматова, Бактурсун Душенбеков, Общественный первый канал. Итоги недели. Международная организация «Тюркская культура» объявила этот год годом Чингиза Айтматова. Страны, входящие в это объединение, считают Айтматова своим родным писателем, равно как и все постсоветские республики. Возвращаясь к высказываниям вице-президента Академии художеств Российской Федерации Андрея Зотова, профессор отмечает, что Айтматов – это что-то невероятно живое, очень кыргызское, очень русское, очень советское. Не в плане каких-то условностей советской жизни, а в плане естественного состояния, что все вот так и может быть. И дружба народов может быть, и идеальное государство, при том, что он понимал все несовершенства мира. Золотов говорит, что Чингиз Айтматов, конечно, является национальным достоянием кыргызского народа, но он и неотъемлемое достояние русской литературы, равно как и мировой. Я хочу несколько строк из Чингиза изумительных. Из плахи люди ищут судьбу, а судьба людей, и катится жизнь по тому кругу. И из романа Тавро Кассандры. И вращалась земля на пути своем неизменном, и приближался тот час. Вот приближается тот час. Приближается час его 90-летия, приближается час ведомых и неведомых нам событий в мире, и приближается час нашего откровения, связанного с творчеством Айтматова, его жизнью и его присутствием среди нас. Чингиз Айтматов был моим духовным другом. Мы встретились на пике сознания. Мы вместе написали книгу «Плащ охотника над пропастью». Эта книга переведена на все главные языки мира. Сана биігінде жолыққан ерекше досым болды. Біз екеуміз қаншама жылдарды бірге өткіздік.
конечно, только такой человек, как Чингиз Айтматов, он всегда был объединителем. Он одинаково заслуживал уважения как в Киргизстане, так и в Узбекистане, в Казахстане и в Таджикистане. Он, по-моему, никому не отказывал. Вот он даже не селектировал, кто какого уровня, качества. Какой-то он щедрый был, вот такой человек. Народ, который уважает таланты свои, каждый талант, когда он поддерживает, а гениев своих почитает, у этого народа есть большое будущее. И вот эти дни еще раз показывают, какое значение фактору Чингиз Айтматов Киргизстан придает. Не только народ, как читатели, но и власть. Потому что отношение к литературе всегда в новых государствах бывает разное. Народ поддерживает, власть против. Или наоборот, власть поддерживает, а читателей нет. Вот. А вот здесь я увидел гармонию. И я надеюсь, что эта гармония будет дальше развиваться. Таким образом, Чингиз будет помогать развитию своего народа.